Сразу же за городом-крепостью Ор-Капы начинались бескрайние степи. Это и была историческая область, получившая название Восточный Ногай. На юго-западе он омывался Черным, а на юго-востоке – Азовским морями. На севере ногайские земли граничили с Диким полем, позже – с землями Запорожской сечи. Его естественной границей были реки Юзусу, Днепр и Дон. Жителями этой степи были две большие ногайские орды. Юг принадлежал джамбулукам, а север – едичкульцам. Каждая между собой делилась на отдельные кланы. Шведский историк Тунман назвал имена таких знатных семейств, как Чазлу, Казай-Мурза, Исмаил-Мурза, Бадраки и Баяташ. А другой путешественник, немец Эрнест Клейнман, посетивший Крым в 1768-1770-х годах, сообщил не менее важную информацию о численности жителей Восточного Ногая, а именно 500 тысяч ногайских семейств. Во главе каждого рода был Мурза, который в свою очередь находился под властью крымского хана. Как известно, в Крымском ханстве не было регулярной армии, но крымский хан всегда мог положиться на своих верных ногайцев. По первому уведомлению о военном походе в степи собирались аскеры и присоединялись к ханскому войску, выступавшему из Ора. По заведенной традиции главы знатных ногайских кланов были обязаны в канун больших мусульманских праздников посылать в Бахчисарай ко двору крымского хана 4 мурс с подарками и пожеланиями счастья и долгого правления. В остальном же ногайцы были свободными людьми. Степняки имели свой уклад жизни, удобный им в привычном ареале проживания. Нельзя сказать, что в степи не было городов, крепостей и крупных населенных пунктов. Конечно же, они были. Вот только какая численность населения была в городах, сейчас сказать трудно. Однако они процветали и богатели благодаря товаро-рыночным отношениям. В Восточном Ногае были известны такие города, как Олешки, сегодня это небольшой город в Херсонской области, переименованный в Цюрюпинск. Аслан, город на Днепре, о котором сохранилось крайне мало сведений. Яныче, современный город Геническ на берегу Азовского моря, и Кинбурун, или Кылбурун, которого уже не найти на современной карте. Из укрепленных городов-крепостей сохранились сведения о Кызыкермен на Днепре, Ислам-Кермен, ныне город Каховка, рыбацкое поселение Алиагог, ныне город Скадовск. Кроме этого, по всей восточно-ногайской степи были поселения и укрепления. Как правило, в плане они были однотипными. Прочные дома, большие дворы, между которыми обязательно оставались пустые промежутки в 50 или 60 шагов. Посреди каждой деревни находилось обширное пространство, площадь, на которой молодые татары могли упражняться в боевых искусствах. А на другой площади, в центре селения, обязательно возвышалась мечеть. Несмотря на то, что ногайцы исповедовали ислам, у них еще долгое время сохранялись обычаи, восходящие к временам, когда тюрки исповедовали тенгрианство. Путешественники в своих описаниях о Татарии отзывались о ногайцах степи как о людях приветливых и гостеприимных и называли их храбрыми воинами. Во время военных действий ногайцы были самыми лучшими лучниками, а в мирное время едичкульцы и джамбулуки занимались отгодным скотоводством и земледелием. Так как почва в степи была плодородной, здесь выращивали пшеницу, красная, желтая проса, ячмень, гречиху, спаржу, чеснок и лук. Излишки шли на экспорт. Их ногайцы, как правило, везли в крымские портовые города. Главными предметами сбыта были злаковые культуры, мясо, масло, мед, воск, шерсть и шкуры. Восточный Ногай территориально довольно обширен и представлял собой равнину с редкими возвышенностями. Чувствовался недостаток в пресной воде из-за малого количества рек, особенно в центральной части этой области. Однако спасали колодцы, которые ногайцы сооружали повсюду. Правда, на юге все же было единственное озеро Суд-Су, молочные воды с пресной водой. Повсюду рос кустарник, лесов здесь тоже не было. Как замечает Тунман, в степи росли душистые травы, и воздух здесь был пропитан очень приятным, одурманивающим, крепким запахом, а тюльпаны были здесь самые обычные цветы. Климат степи суровый и сырой. Холода начинались с конца сентября. Лето жаркое, но из-за постоянно дующих в степях ветров зной переносился сносно. В ногайских степях водилось множество диких животных, среди которых выделялись лошади. Именно об этой необычной породе лошадей упоминали многие путешественники, посетившие Крымское ханство.
Одно из ранних упоминаний встречается в 1574 году у польского хрониста Яна Красинского. Эти дикие лошади отличались тем, что рождались с красноватой шерстью, которая с годами становилась серого мышиного цвета, а грива, хвост и полоска по крестцу оставались черными. Они славились своим норовом и выносливостью. Их было трудно поймать и очень тяжело приручить. Нельзя обойти вниманием еще одну особенность ногайских степей. Это курганы над могилами некогда захороненных в Северном Причерноморье знатных тюрок. Многие из этих курганов восходили к скифским временам. Путешественники, побывавшие здесь в ханский период, еще могли наблюдать на вершинах курганных насыпей каменные статуи с лицом, всегда обращенным к востоку. Одним из самых интересных и исторических регионов были земли на востоке крымско-татарского государства. Это часть нынешнего Северного Кавказа с территорией, прилегающей к реке Кубань. Здесь жили те ногайские татары, которых называли либо кубанцами, либо малые ногайцы. Примечательно, что кроме них в этой местности жили подвластные ханству черкесы и адыги. В период Крымского ханства земли кубанских татар граничили на западе с Восточным Ногаем, землями джамбулуков Приазовья, на юге и востоке с Кавказом, а на севере только в XVIII веке с Россией. Эта область отличалась большим природным разнообразием в силу своего географического положения. В отличие от своих соплеменников, живших в безводной степи, буджаков, едисанцев, едичкульцев и нджабулуков, кубанские ногайцы не испытывали недостатка в воде. Почва земли была плодородной, и здесь росло много полезных и целебных трав. А вот земли у кавказских границ или Нижней Кубани были живописными и привлекали не только красотой своего ландшафта, но и богатством. Здесь начинался предгорный район. Долины сменялись возвышенностями, горами и лесами. В этих местах росли многие виды деревьев, хвойные и лиственные. Жители этих мест выращивали фруктовые сады. С глубокой древности территория Кубани и Таманского полуострова была населена скифскими племенами, сарматами, аланами, синдами, ясами и другими народами, сменяющими друг друга. Одни растворялись в новых этносах, другие, не смешиваясь, продолжали сосуществовать с новыми. Со временем здесь образовалась эллинская колония. В первой половине VI века до нашей эры у устьев рек Дона и Кубани выросли торговые фактории и города. Наиболее известные среди них были Танаис, Фанагория и Гермонаса. Очевидно, города возникали не на пустом месте, а вырастали из поселений сарматов и синдов. Позже цветущие и богатые колонии вошли в состав могущественного Боспорского царства с центром в Пантикопее. А после сюда приходили в разные времена гунны, булгары и авары. А в 679 году эти земли вошли в состав хазарского каганата. Каганат долгое время был самым цветущим и могущественным государством. Уже после того, как хазарское государство распалось, северо-восточная часть Кубани попала под влиянием кыпчаков. С этого времени появились новые города, среди них Тана, Азов и Матрига или Томи, Тамань. В золотоордынский период Кубань вошла в состав Джучиева улуса. Однако стоит оговориться, что народы, проживавшие в лесных и горных местностях, формально так и не подчинились назначаемым из города Сарая наместникам. С образованием Крымского ханства земли Таманского полуострова и Кубани вошли в состав нового государства, так как на этой территории в большинстве своем наравне с черкесами и адыгами проживали ногайцы, которые поддержали династию Гераев. Здесь жили разные по своему происхождению и этнической принадлежности народы, хотя на определенном этапе все же имевшие общих предков – скифов, сарматов, аланов, роксоланов и других. Ногайцы подчинялись своим беям и мурзам, а черкесы – своим князьям. Некоторые источники сообщают, что между ногайцами и черкесами были постоянные войны. Это преувеличенная информация. Конечно же, столкновения происходили, но о каких войнах шла речь, неясно. Проживавшие на Кубани татары делились между собой на малых или черных – карану-галяр и кубанцев. Они разделялись на роды и ареалы проживания. Среди них наибольшую известность получили Казай-аул и Нарус-аул. Оба этих клана в последние годы ханства имели более 10 тысяч семейств. Образ жизни, внешний вид, обычаи, уклад жизни, религия и домашний обиход кубанских татар почти не отличался от других ногайцев.
Жители приазовских степей сеяли в основном проса, занимались скотоводством, овцеводством и коневодством. Кумыс и буза – их главные национальные напитки. Впрочем, как и у их соседей черкесов. Как известно, черкесы становились атлыками-воспитателями многим принцам из династии Гераев. Следует отметить, что на территории Крымского ханства, а точнее в землях кубанских татар, с 1708 года проживали бежавшие сюда с Дона казаки-некрасовцы. Они были недовольны чинимым Петром I притеснениями, и ханская администрация разрешила обосноваться им на Кубани. Со временем они основали здесь свой город Некрасов. В период Крымского ханства на Кубани развивались и разрастались города, такие как Тамань на южной стороне реки Кубань. Населяли его как нагайцы, так и черкесы. Он находился на берегу моря и являлся портовым. Его жители занимались торговлей. У берега постоянно находились суда, которые перевозили на Крымский полуостров и обратно всех желающих. На северо-востоке от Таманя лежал небольшой город Темрук. Его основали черкесы в золотоордынский период. Недалеко от места, где когда-то был большой и богатый город Фанагория, нагайцы основали укрепленный город Кизилташ. У Азовского моря находился городок с гаванью Актар. На главном рукаве реки Кубань лежал город Керменчек или Курман. В XIV веке он был одним из известнейших городов этой местности. Город Капыль или Капыль находился на востоке и был резиденцией кубанского сераскера. Он был основан недалеко от другого города, ранее носившего такое же название, но со временем переименованный в Иски-Капыль. На востоке региона лежал еще один город Беледекой. Все эти города принадлежали крымскому хану. А вот у реки Лаба был черкесский город Беслини или Беслен, принадлежавший с 1758 года кабардинскому князю Арасламбеку. В горах находилось несколько черкесских крепостей. Так, довольно обширная территория Крымского ханства процветала и богатела на протяжении своего существования. Надо отметить, что границы ханства никогда не были четкими, и зачастую, к примеру, в Восточном Ногае, едичкульцы переходили за границы Днепра, они считали эти земли своими. И не только они, с могущественным южным крымским соседом считались, признавали, боялись и уважали.